смотрите информационную программу «Вести Тимана Сосногорск», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Теперь настоящий студент. Первокурсникам Сосногорского технологического техникума торжественно вручили студенческие билеты. Сосногорск посетил сказочный волшебник. Дед Мороз из Великого Устюга прибыл на собственном поезде и вместе со своей командой подарил праздник. В гостях у сказки. В Центре комии национальных культур первоклассникам показали кукольный спектакль и сыграли с ними в подвижные игры. В Сосногорском технологическом техникуме прошло торжественное вручение студенческих билетов. Первокурсники, совсем недавно робко перешагнувшие порог учебного заведения, получили важный документ, ознаменовавший начало студенческой жизни. Вручение студенческого билета – памятное событие и ответственный момент в жизни каждого первокурсника. Впереди у ребят годы усердной работы, экзамены, сессии и зачеты, а также новые победы и свершения. Первой со столь значимым событием поздравила учащихся директор техникума Ирина Васильевна Ушакова. Эти дни, так же как и вас, чествуют по всем учебным образовательным учреждениям нашей страны, вручая вам вашу первую корочку, которая подтверждает, что вы студент, студенческий билет. Я вам желаю яркой, насыщенной, активной, интересной студенческой жизни, найти и проявить себя в новых направлениях и, конечно же, успешно сдавать сессии, получить профессию и чтобы мы вами гордились. В добрый вам путь! Лично поздравил первокурсников и глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Он отметил актуальность профессии техникума и пожелал студентам успехов в учебе и дальнейшем устройстве в жизни. Вы учитесь в одном из самых лучших учебных заведений, старейших учебных заведений. Здесь очень много хороших специальностей. Эти специальности, они очень востребованы как в Сосногорске, так и в Республике Коми и по всей России. Можно сказать, что все выпускники на расклад. И в этом году показала практика, что всех, как говорится, разобрали до одного человека. И в последующем оно так и будет. Кондитеры, повары, машинисты дорожных и строительных машин, слесари по ремонту подвижного состава и другие профессии Сосногорского технологического техникума важны, актуальны и высоко ценятся на рынке труда. Представитель одного из градообразующих предприятий района пожелал ребятам закончить обучение с отличием и пополнить ряды профессионалов на предприятиях нашего города. Вы вступаете в такую жизнь сегодня, самая шикарная, яркая, красивая, запоминающаяся практически на всю жизнь. Берегите эти моменты, набирайтесь знаний, изучайте свои предметы. Сегодня, правильно было сказано, все ваши профессии очень востребованы на производстве. Что на транспорте, что на предприятиях газовой промышленности, нефтяной промышленности нашего региона. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы все количество студентов, поступивших сегодня в техникум, закончили его с отличием, с красными дипломами и влились в ряды наших предприятий. В торжественной обстановке старостам групп вручили студенческие билеты. На лицах первокурсников читались радость и волнение. Каждый из них уже точно знает свою будущую профессию и с гордостью шагает на новый жизненный этап. Я на самом деле сегодня очень волновалась. Для меня это был более какой-то ответственный день, как и окончание школы. То есть, придя, я очень сильно нервничала, но сказав свою речь, получив студенческие у нашей группы, я поняла, что нечего бояться, и теперь я могу спокойно сказать, что я студент этого учреждения. Ребятам остается пожелать терпения, упорства, а также яркой и насыщенной студенческой жизни, полной новых побед и достижений. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
Жителей района приглашают принять участие во всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, герой» и вместе поздравить военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции с Днем Героев Отечества, Новым годом и другими знаменательными датами. Отправить письмо нужно по адресу, указанному на экране. Цель акции – поздравление военнослужащих, моральная и психологическая поддержка. 15 ноября кадетская школа в рамках сетевого проекта «Умеешь сам, научи других» встречала гостей из всех школ города. В ходе мероприятия учащиеся кадетской школы не только демонстрировали свои таланты и навыки, но и помогали другим участникам проекта лучше понять и освоить интересующие их предметы. Участники проекта узнали много нового и нашли новых друзей и единомышленников. Яркое событие этой недели – визит главного волшебника нашей страны. Вместе со сказочной командой самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга порадовал собравшихся веселым представлением, тем самым приблизив новогодние праздники. Подробности у Полины Вивденко. На Сосногорский железнодорожный вокзал прибыл поезд Деда Мороза. Его празднично оформленная передвижная резиденция. На борту сам российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и команда их сказочных помощников. Поездка организована компанией РЖД. В третий раз отправляюсь в сказочное путешествие по стране нашей необъятной. Мои добрые друзья, железнодорожники, вновь снарядили для меня волшебный поезд, чтобы я мог во всех местах побывать, да сказкой поделиться. Поезд отправился из вотчины новогоднего волшебника Великого Устюга 11 ноября и вернется туда в середине января, посетив более 70 станций. На каждой предусмотрена развлекательная программа, которая зависит от длительности стоянки. Стандартная с посещением поезда, где гостей Деда Мороза ждут игры, квесты, кукольный театр, фото, сувениры и угощения. И короткая с музыкальным спектаклем на платформе поезда. Такая программа была в Сосногорске, где поезд стоял 1 час 15 минут. Наш поезд едет во мне, на радость взрослым детям. Команда Деда Мороза и днем, и ночью в пути. Дед Мороз и Снегурочка пообщались с сосногорцами, а сказочные помощники пели и танцевали вместе с детьми. В тот же день поезд остановился в Ухте, далее по расписанию Микунь. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сотрудники Центра коми и национальных культур провели мероприятие для учеников школы номер 3. Ребятам показали кукольный спектакль и сыграли с ними в подвижные игры. Первое представление с участием кукол работники учреждения провели 5 лет назад. С тех пор театр пополняется, а репертуар расширяется. Малышам представили спектакль по сказке «Кот, петух и лиса». Сказка учит детей добру. Чтобы быть добрым, хорошим ребенком, мы задаем вопрос после сказки, что понравилось, хорошо ли поступили герои. И дети очень хорошо отзываются и действительно говорят, рассказывают, кто хороший, кто плохой, какой персонаж. Вот. А после сказки мы стараемся с ними еще поиграть, и детям это очень нравится. Ребята познакомились со сказочницей и котом, с интересом посмотрели спектакль, а после легко смогли ответить на вопросы по нему. Понравилась вам сказка? А вы запомнили, какие герои сказки были? Да. Лиса, петух и кот. А еще? После представления сотрудники центра пообщались со своими гостями и провели для них подвижные игры. Первоклассники были здесь впервые, а вот их учитель уже приводила другой класс и осталась под самым приятным впечатлением. Здесь всегда хорошо встречают. Вот с тем классом мы были на мероприятии у самовара. Сегодняшняя замечательная сказка показана очень хорошо. Детям понравилось, и мне понравилось тоже. В планах у сотрудников учреждения обновить постановку спектакля с сюжетом на коми-национальную тематику и показать его детям. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Уже завтра, 18 ноября, в физкультурно-оздоровительном комплексе дзюдоисты будут бороться за призовые места муниципального первенства. Соревнования будут проходить в рамках фестиваля единоборств «Сосногорск Донбассу».
На татами выйдут спортсмены 10, 12 и 13, 14 годов рождения. Всего ожидается более полусотни ребят из Ухты, Ижемского района, Сосногорска и Княжпогоста. Начало соревнования в 10 часов утра. Напомним, фестиваль единоборств в этом году прошел впервые. В конце августа сразу на нескольких городских спортивных площадках мероприятие объединило представителей бокса, тэквондо и рукопашного боя. Организатор большого спортивного праздника – Общественный центр поддержки Сосногорск Донбассу. Основная идея фестиваля – обратить внимание общественности на важность поддержки участников специальной военной операции. В завершение выпуска коротко о погоде. В ближайшие 2 дня ожидаются небольшие осадки. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем и ночью сохранится в пределах минус 10 градусов. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.